радуйся, земля радуйся, Син Божий народився. Судния з'явлені, бачили в зелені, радуйся, земля радуйся, Син Божий народився. Бо небесной силой небо осветила, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. В Вифлеєм свящайте, стайню отшукайте, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Спался там родился, свету объявился, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Гети смел веселый, принесли анёлы, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. С мощным хваляванием люди бегли в стайни, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. И дитя витали, Бога прославляли, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Мудрецы с пашаной честь отдали Пану, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Эту святую мшу справую за померлую Маргариту, один год по смерти, просячи для ее радости життя вічного у володарстве небесном. Другая неделя звычайная. Сегодня почуем тяг дальше объявления Пана. У годе це, який мы теперь переживаем, почуем о годах у Кани Галилейской, а на веселье, на якое нас так само сегодня запрошає Пан Єсус, Мария, все ангелы и святые. И хочет дать нам особливый час, как мы могли скористать с той радости, якой Иисус Христос хочет объявиться у нашем житті. Просим, как мы у нашем земным имкнении памятали, что Бог нас кохая больше, чем нам это сдается. И просим за все наши грехи, как мы могли чистым сердцем сласти эту наисвятейшую офяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я винни, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры,
помоліться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, А на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теряя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богу небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які грешна не грехи свету, змилуйся над нами, які грешна не грехи свету, прими моление наше, які сядешь право ручайца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкавый просьбы Твоего народа, и одари наши косы с упокоем. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. Деля Сиону не буду молчать, деля Иерусалима не супокоюся, покуль не узыдя, як светло, справедливость Его, и Его збавление не запылая, як походня. И убачить народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назову Тебе новым именем, якое вызначить в устной Пана, и будешь короною славы в руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе, покинутый, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое уподобание уим, а землю Твою замужней, бо Ты сподобался Пану, и земля Твоя отримає мужа. Бо як юнак берем замуж девчину, так возьмут Тебе сыны Твои, як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. оповедайте меж народами про славу Пана. Оповедайте меж народами про славу Пана. Спевайте Пану новую песню, спевай Пану вся земля, спевайте Пану, славьте Его на имя.
Оповядайте між народами про славу Пана. Обвещайте с дня в день Его избавление, оповедайте меж племенами про славу Его, помежу сими народами, про цуды Ягоные. Оповядайте меж народами про славу Пана. Отдайте Пану племены народа, отдайте Пану славу и мощь, отдайте Пану славу, деля имя Его нога. Оповядайте меж народами про славу Пана. Поклонитесь Пану в величной святыни, дрожи вся земля перед Его обличьем. Кажите меж племенами, Пан владарить, и Он будет судить народы справедливо. Оповядайте меж народами про славу Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, розные есть дары, але той самый Дух, розное служение, але Пан один той самый, розные деяния, але той самый Бог, який робить усе во всіх. Але кожному дається проявление Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрости, другому слово познання поводле того самого Духа, іншому вера у тим самому Духу, іншому дар оздоровлення усе у тим же Духу, іншому судотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духов, іншому розне мови, іншому тлумачення мови. А все это здійсняє один і той же Дух, яким діляє кожному по особку, як жадає. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан покликав нас брать Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. U той час у Кані Галілейській було весілля, і маті Єсуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єсус, і учні Ягония. І коли не хапіла вина, маті Єсуса сказала йому: «Не мають вина». Отказав їй Єсус: «Жанчина, чи гэта моя або твоя справа? Jeszcze не прийшов час мой». Маті його сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных званоў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце званы вадою», і напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачарпніце і занясіце кіраўніку весселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік весселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца,
тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў Езус у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, думаючы над сённяшнім словом Божым і ад Каны Галілейскай, хацелася бы сказаць тое, што заўжды гавару. Але у перспектыве сённяшняга Божага слова варта звярнуць на сам аспект Евангелия паводле святого Яна. Читаючи Евангелию паводле святого Яна, толькі Ян ужывае гэты фрагмент Святого Писания о объявлении Иисуса у Кане Галилейской. Нема ни у Луки, ни у Матфея, ни у Марка, нема у синоптичных Евангелиях, толькі Ян описывая об годах у Кане Галилейской. Ян Марию называя у сегодняшней Евангелии женщиной. Можно бы сказать, которые мнимают, что альбо думают, доходят до этого, что некий там возник якийсь конфликт поміж Езусом и Марией. Это все выдумка людская, никакого конфликту там не было. Иисус, называя Марию женщиной, або невестой, а вот невеста, еще не пришел мой час. Что это означает? Невеста – это той, кого треба зашлюбить. Czyli Мария, на якую звертає Иисус Христос. И поглядите, что еще в одном месте будет Ян Евангелиста уживать такое самое назва. Ян Евангелиста зашла не говорит о Марии. Вот сегодняшний урывок, и потом будет говорить, коли мать Иисуса будет стоять под крыжем. Скажет ей невеста, альбо женщина, это сын твой, покаже на Яна. Затем скажет Яну, это мать твоя. И все. Больше нема в Евангелии поводле Яна звороту до Матери Святейшей. Только два раза и в такий способ. Чему так называя? И там невеста, и тут. Потому что Иисус есть на Кане Галилейской, где веселье. На веселье повинна быть невеста. А что эта самая невеста робит под крыжем, где есть смуток терпения? Браты и сестры, потому что поводле Евангелия Яна мука, смерть з'являються так само веселим, радосною речою. Хтось тобі сказав Ян, хтось помирає, а ми веселимся. Ну, такий способ, что Иисус Христос у поводле Яна показывает, что Он идет на новые годы веселья. Czyli на то веселье, где иде, помните, я иду приготовать вам место, коли приготую, приду и возьму вас на то веселье, на якое вы покликаны. Czyli до життя вечного. Это и есть поводле святого Яна Евангелистки, Кана Галилейская, есть параллельно тому, что отбывается под крыжом, где Иисус Христос отдает свое життя. И это отдает життя с радостью. Бо чим есть справная любов, про яку тут, яка сьогодні і говорить Ян Евангелист у ціле своє Євангеліє, як не тим, яка має служити для ахвярування, для ахвяри життя свого особистого. Поглядим, что тут еще отбывается. Варто сказать на початок про контекст Евангелия, в яких это способ отбывается. Иисус Христос приходит у Каню Галилейскую, перед этим обирая нескольких учнев, апостолов. А говорит, пойдите за мною. Апостолы приходят на это веселье. Затем, после этого веселья, Иисус Христос, коли побудет несколько дней у Кани Галилейской, пойдя у святыню. В Евангелии поводле Яна Иисус идет одразу у святыню. В синоптичных Евангелиях, czyli Луки, Матфея и Марка, Иисус Христос у святыню пойдя под сам конец своего основания, своей динамности земской. И будем читать в этих Евангелиях
І гэта, што ён выкінуў з тых, што зрабілі за святыні базар, людзей, которые там прадавалі, это і было поводом для того, каб Ісуса Христа у першай чарзе аскаржыць і здаць на смерць. У Евангеліі паводле Яна гэтага няма, што выдаць і здаць на смерць. Чаму? Бо Ісус Христос хоча сказаць, якія ёсць мае адносіны. Бо веселье – гэта адносіны паміж двумя людзьмі. Якія ёсць мае адносіны паміж Паном Богом. В які спосіб яны праяўляюцца. Чи яны ёсць такія, як на базары, купі-прадай? Бо вельмі часта, можа, так ёсць. Што я прыходжу, Пане Божа, я помолюся, але ты мне гэта. Пане Божа, я буду ў касцёл, але ты мне гэта. Пане Божа, а як не, то, прабач, калі ласка, гэтага не будзе. Ян Евангеліст на гэта дакладна звяртае ўвагу, каб нашыя адносіны, весельныя адносіны, нагоды, якія мы запрошаныя у сучасным жыцці, каб не былі як на базары, каб мы не таргаваліся з Богом, што нам патрэбна, а чого нам не патрэбна. Каб мы ўмелі ўчыніць тое самае, што Ісус Христос учыніў. Ісус Христос аддаў сваё жыццё на веселье, не торгуючыся. Давайте я помру за вас, але 50% з вас будзе верующих. Будзе католікаў, православных, християнам. На землі нема 50% християнов. Нехай будзе 50% християнов. О, было бы добре. А як не будзе 50%, то все будуть помирати, сказав. Нема такого. Ісус Христос аддає життя. Не винимає калькулятора, і при тому теорії якоїсь математичної, де можна було б облічити, скільки буде християнів, этого не чинить, але отдає цалком себе, не торгуется с людскостью, себе цалком отдає у руки. В этом есть веселье у Кани Галилейской. В этом есть это веселье, на якое Иисус Христос приходит. Иисус Христос приходит, как зламать право у сегодняшней Евангелии. Чему? Есть веселье. Все на этом веселье вельми добре отбывается, але на этом веселье закончилось вино. Иисус Христос, як чуем сьогоднішній Євангелії, переміняє воду у вино. І коли маршалок веселья покаштував це вино, скаже, це намного лепше, ніж торе. Это и есть право, браты и сестры. Право у сьогоднішній Євангелії заканчивается старое. Докладно на об'явленнях у кодах Кани Галилейської. Ісус говорить, не прийшла ще моя хвилина. Чому говорить так? Бо знає, що хвилина Ісуса Христа найважніша, де буде не прожити. Він вже тут про її знає. І ще не надійшов мій час. Час Ісуса Христа надійде, коли буде говорити, Боже, Отче, у Твої руки віддаю своє життя. Тільки тоді прийде час Ісуса Христа. Виконалося, скаже. І, склонивши голову, віддасть свого духа. Брати і сестри, у сьогоднішній Євангелії докладно нам гэта Євангеліста звертає увагу. Якое есть мое право? Есть два права тут. Старые каменные служили для очищения ритуалов. Означалось, что, как памятаете, он сказал, человек, который приходил у святыню Иерусалимскую, не приходил с пустыми руками. Что с ним приносил? Приносил, как сложить ахвяру, на что складывают ахвяру, на перепрошение за свои грехи. Ахвяру, каждый, кто складал, все перепрошали за свои грехи. Но акт перепрошения, неважно, какая это ахвяра была, ну, про это не буду повторять, сегодня уже и снова. Иисус Христос пришел, как дать новый заповедь. Czyli этой ахвярой является Иисус Христос. И эта вода, якая налитая в ставе, она является так званой криницей Христу Святого, з якої ми отримали хрост. Вопрос, якою нам не треба складати ахвяру, але про це, що Ісус Христос зложив эту ахвяру, то мы уже обмываемся этой ахвярой, яку Ісус Христос зложив. Подобенство до смерти и Кани Галилейской проявляется еще у гэтым знаку воды. Вода является зерублом, который нас обмывает. Эта самая вода у Евангелия паводле Яна, як почуем, и выплыла вода сбоку Иисуса Христа, как бы пробитой. Але ведаем, что эта самая вода была переменена у вино, а Иисус Христос на опошней вечере говорит, вино это будет моим новым заповедом, czyli кто будет его споживать на мою памятку, будет споживать мою муку. Так само сбоку Иисуса Христа выливается, вытреская кровь.
яка дає новий шанс чоловіку, новий сенс життя. І ось Єсус, пробач, і ось Ян Евангеліст на це звертає увагу. Так що для сьогодні нам треба запам'ятати, що найважніше у сьогоднішній Євангелії тоє, так само, що вона з'являється адлюстраванням муки і смерті Ісуса Христа. Тое, що є початок, тое має конець. Але конець не з'являється концом сенсу існування людськості, життя нашого. Він перерождається у новий сенс, який Ісус Христос потім після смерті і з мертвих повстає до життя нового. Как дать нам гэтае новое жыццё, для якога мы ўсе пакліканыя. Пакліканыя мы, браты і сёстры, каб убачыць тое, што убачылі апостолы. Ведаеце, што убачылі ў Евангеліі паводле Яна? Слугі убачылі цуд. Вино, вода сталася вином. Великий цуд, великий цуд. Несколько сотен литров вина было. Великий цуд. Апостолы убачили боскость Ісуса Христа. Чи цуд може послужити для нашого збавлення? Ну, ні в якую. Королева Польши Ядвига, которая жила у Кракові на Валові, певного разу постановила заспонсоровать и зробити костел у Кракові. Ну, відомо, королева спонсорує, там шмат організацій, можна по-нашому сказати, строїтельних прибило, як там будувати цей костел, бо це важливо, сама королева наказала. Ну і певного разу історія говорить, що вона вийшла з замку свого, як проїстися і поглядіти на цю будову, як вона там триває. Коли так ішла, зустріла работника, строителя, можна по-нашому сказати, такого смутного, вельми засмученого. І запитала його, чого ти смуткуєш? Ми тут така святиню робимо для пана. А він говорить, я маю сім'ю, мало грошей заробляю, тяжко мені цю сім'ю утримати. І ось де мої проблеми. Не можу доробитися, як в якийсь спосіб зв'язати конець концом. Королева Ядвига, довго не думаючи, поставила свою стопу, свой ботинок на камень, сняла золотую брошку, какая там была, дала этому строителю, говорит, тримай, будет тебе на життя и на утримание семьи. Але коли сняла этот ботинок с этого камня, строитель зауважил работник, что там на этом камне отбилась стопа Ядвиги. Теперь подумал, святая королева, сапраўды будет святой. І гэты камень, браты і сёстры, па сённяшні дзень знаходзіцца у Кракове, у касцеле, у кармелітаў. Памятка того здарання, якое адбылася. Але як вы думаеце, чи гэты знак, гэты цуд паслужыў для святасці каролевы? Не. У Святом Писании читаем, у послании до Коринфянам, нават как ты говорил языками людей и анёлов, а не имел любови, ничего ты не варты. Нават как ты горы переносил, нічого ти не вартий. Чи це не служить знак якісті, як бути кимсь святим. Але святостю послужила відкриттю її серця. Чи ведаєте, королева Ядвига отдала свое берло золотое, свою корону, сказала, как ей выстругали из дерева, на деревянную корону, деревянное берло. А это берло и корону присветила, как польский народ развивался, как народ звык развивался, побудовала Егелонский университет. Это что? В Кракове, который стоит по сегодняшний день. По сегодняшний день. Хотя вся моемость служила для штолцения народа, давания науки. Это не есть, браты и сестры, не суд, а то, что я умею в этом суде зауважить. Что я умею зауважить? Просим. Как мы в нашем житті, коли же зауважен цуд, умели подяковать за этот цуд Пану Богу, а не хвалиться, что в моем житті відбувся цуд. И прославить Бога, и убачить Его боскость, что Бог в особливый способ хоче быть и есть присутним у нашем
в житті у кожний момент. Амінь. Милувати на Бога, а й там Створителя неба и земли, всего вашего и неважного, и родимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, прежде всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похвален, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померших, и якого братству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Бог показывая нам про Иисуса Христа свою любовь, вознесем для Его наши молитвы. Молимся за повсюдный костел, как обещаючи Евангелие Христа у свете, и Он вел людей до познания правды. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за керівників держав, щоб вони належним чином оцінювали і підтримували християнські коштовності. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за батьків, які вирішили охрестити своїх дітей, щоб вони не забувалися так само про їх релігійне виховання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, щоб вони відчули близькість Ісуса Христа, познали Його любов і Його шукали підтримки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удільників этой святої мши, щоб черговий літургічний період наблизив нас до Христа і до наших ближніх. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особенный способ за померлую Маргариту. Вот по смерти, как добрый милосердный Бог, принял ее у благодарства небесное Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и свидетели Твоей любови, уластным прикладом праз Христа, Пана нашего, сегодняшней недели. И дистанционно, тому дякую за всех пятых, которые будут складывать на ту. Прошу, 58. Дева святая, Сына проникала, щира з любов'ю, так я посвятала, люленькі, люлі, ти моє дитятка, люленькі, люлі, свята немовлятка, з неба анёлы на землю прибудьте, и с упокою престолами будьте, люленьки, люли, Божа наша солнце, люленьки, люли, холода для солнца. Молитесь, как молитву вашу, я принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам
Всему Костюлу Святому. Panie nasz Boże, dopomaży nam godno udzielić u tych świętych tajemnicach. Spotkaliby składajemy eucharystyczną ofiarę zdjęcia sprawa nasza odkupienia. Raz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Powodu sercy. Uznosimy Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna Kreta i sprawiedliwa. Zaprawdy godna Kreta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my zawsiody i wszędy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, Wszechmogący wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego. Moją z litości do grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją zmartwych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami, z usimi świętymi, niech obwieszczają Twoją chwałę. Razem z nimi usklikajuszy. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, nieba i земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelakej świętości, temu ujedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и послал на апостолов Духа Святого, враз Христа просим Ciebie, Всемогутний Боже. Освяти святые дары росою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jako jest za was ludzie wydana. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Obwieszczają śmierć Twою, Panie Jezu, wyznają Twoje woskresenie i czekają Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmętwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, a dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalał любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj про слугу Твою, Маргариту, якую Ty год тому назад покликал для себе с этого свету. Дозволь ей, якая стала праз хрост подобным у смерти Твоего Сына, так само удзельничать в Его воскресении. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших,
якія пастулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михайлом, благословленным ксяндзом Брониславом Маркевичем и усими святыми, які спрадвеку подавалися Табе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Молимся, Дайца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złego, daj łaskawa spokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsiody wolni od grachu i zachowane do wszelakego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое власть и moc и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
на 48. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету тихо обвящают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают. Пастушки играют, Бог за слов питают, у дитяти Бога знают. Сегодня в Вифлеем, ты моя новина. Прачиста Панна народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. Мария Панна, дитятка пястует, и старый Юзеф Иисуса радует. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. И короли к Господу прибыли, Богу дитяти, ангелы сложили. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. Блеснуло солнце, солнце правды вечной. Надея грешным, счастливости вечной. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. Приходьте, привітать Єзуса, чистою душою висловлять Христуса. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. Будь же вітаний і прославлений, милосердний Божа, раз твою волю бороня доля, скрай же нас не зможа. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, молодцов витают, у дитяти Бога знают. 164. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що їм вип'яє. Слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях і спокой на землі. И с покорой кланялись всеему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. Обвестил анёл святый отсюда там, неведомых на земле ранее людям. Слава
на вишинях слава, на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Молимся. Ани наш Боже, наполни нас Духом Твоей любовью, Своей добрыни я знаю си, как вот и посилил одним хлебом небесным прас Христа Пана нашего. Аминь. 21 студня во второк успомин святой Агнешки Панны и мученицы. 24 успомин святого Франтишка Сальского, бискупа и доктора Костела. И 25 в субботу свято навертание святого Павла Апостола. У нашей парафии тривають колядные отведения, это передусім молитва, благословление семьи, освячение домов, квартир, а так само махчимость размовы со святаром. Стол повинен быть засланный белым брусом, на им крыш, свечка, Библия, свечена вода, записываться можно у закрыстые, старейшие особые те, кто может, захочуем записываться у тягу дня. 2 лютого поводле традиции, после святой мши о 12 године, отбудется фестиваль, присвяченный успомину благословленного Бронислава Маркевича, так само звязанный с колядками. Захочуем до чинного и творчего уделу можно заспевать колядку, прочитать вершик про колядки або про Маркевича. Записываться можно у закрысты або у гурта Михаэль. С 21 по 29 студня будет отправляться новенна перед вспомином благословленного Бронислава Маркевича, отца-основальника нашего ордена. Сегодняшняя неделя инвестиционная складена ахвяри предназначенная на будову. Дякую за складенный дар сердца. Примите, припоминаю об катехезе. Дякую за ахвярование, за спевую праву литургичную, за прибирание каплицы, катехетичной залы и тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей, за усіх тих, хто приймає нас по колядних відвідинах, за добродіїв, ахвяродавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку опеці Маті Божої Руженцової Твоєї оборони віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не поважай молению нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы, что приходите, примите Божие благословение, нехай на вас наполнится правдной радостью и спокоем. Все будет добре. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і Святого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будушнують по світі. за наших близких помилуй, за помилуй Маргариту, Аню Панську, сестру Панні Марії. І зажила от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось я, слуга Панськая. Нехай не станется по воле
Твоего Слова. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. A słowo stale się cielem. И поселилась между нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Modli się za nas, Święta Bogorodica. Остались мы годными обещанию Христову. Molim Cię, Всемогутny Wieczny Boże, prosimy Ciebie, ulił nasze serce Twoją łasku, как мы, познавши прозадельское звествование уцеловления Христа, Твоего Сына, раз мука Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Amen. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як ласка от веку теперь и за всю и на веки вечные. Amen. Dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywają u spokoju wiecznym. Amen. 159. Зорка Вифлеемская над землею зяет, радостную вестку людям обещает. Не спи, обудися, Христос народился. С неба радость променится, будем веселы.